الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля продолжаем наши лекции толкования суры Аль-Кахф, пещера, которую мы стараемся читать каждую пятницу и также учить ее аяты, чтобы уберечься от смуты Даджаля, от самой величайшей смуты, которая будет фитна, испытание Даджаля. И остановились на 29-м аяте. Закончили историю юношей, которые спрятались в пещере, дабы уберечься и сохранить свою религию, извлекли пользу из этой истории, говорили о том, что эта история является примером испытания религии человека. Эта история юношей является испытанием религии, ведь они были верующими в окружении язычников, многобожников. Во всем поселении они были единственной группой, которую уверовали в Всевышнего Аллаха. И как же уберечься, как же сохранить религию свою в таких условиях? Как раз уже как итог, в 28-м аяте Аллах Субхану ва Тааля нам сказал: «Васбир нафсака ма'алладина яд'уна раббахум билгадати валь аши». Терпи же, проявляй же терпение вместе с теми, которые взывают с мольбой к своему Господу утром и вечером. Это и есть ответ на то, как человеку сберечь свою религию в тех условиях смуты, условиях искушения, соблазнов, когда вокруг столько всего, которое может тебя сбить с прямого пути. Это терпение вместе с другими верующими. Быть вместе с джамаатом, быть вместе с другими поклоняющимися Всевышнему Аллаху. Если же человек отделится от джамаата, останется один, наедине со своими страстями, наедине с шайтаном, наедине с другими соблазнами, то такой человек находится в большом риске. В большом риске. И очень много примеров тому, как люди теряли наивысшее благо, наивысший дар Всевышнего Аллаха, иман, свою веру, прямой путь из-за данного упущения. В 29-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Аллах говорит: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. И скажи же, что истина от вашего Господа. Скажи же, это обращение к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Скажи людям, что истина, хак, она от вашего Господа. То есть, в первую очередь, это пояснение того, что истинное знание, оно исходит лишь от самого Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И послание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, оно является истинным, в котором нет никакого сомнения. В суре Аль-Бакара Аллах говорит: «Залика аль-китабу ла райба фих». Это писание, в котором нет никакого сомнения. Если бы было в этом послании какие-то недочеты, какие-то ошибки, то люди бы тут же это распознали. Однако каждый, кто изучает, каждый, кто размышляет над содержанием священного Корана, посланием пророка, саллаллаху алейхи вассалям,
непременно будет убежден в истинности этого послания. Ведь Аллах говорит: «Афаля ятадаббаруна аль-Кур'ан, валау кана мин инди гайри Аллахи, лаваджаду фихи ихтиляфан кафира». Разве они не размышляют над Кораном? Ведь если бы это Писание не было от самого Всевышнего Аллаха, то они непременно нашли бы в нем большое количество несоответствий, ошибок. И истинность данного Писания, послания подтверждается также вызовом, который Аллах Субхану ва Тааля бросил своим творением. Привести книгу, подобную Корану, либо же 10 сур, либо же одну только суру, подобную суре Корана. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Если же вы находитесь в сомнении относительно того, что мы не спаслали нашему рабу, то приведите суру одну, подобную суре Корана. Однако прошло 1500 лет, и никто не смог, не способен и не сможет привести подобную суру. Истина – это послание. И раз это послание истинное, то значит оно должно быть первостепенным источником знания, к которому обращается каждый человек. Мы много откуда черпаем информацию, много откуда берем пользу, однако каждый должен помнить, что первостепенный источник знания истинного, правдивого, безошибочного – это послание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И, следовательно, человек во всех своих вопросах, как мирских, которые окружают его повседневной жизни, также в делах ахирата, следующей будущей жизни, он всегда в первую очередь возвращается к Корану. Ведь это истина. А все остальное – это знание людей, которым присуще ошибаться, которым присуще заблуждаться, которым присуще где-то недосказать, убавить, или же наоборот приукрасить. А послание и слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, они пречисты от всех кого недостатка. Это послание. И Аллах говорит: «И скажи же, что истина от вашего Господа. Примите ее и следуйте за ней, и руководствуйтесь ей». فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. И тот, кто из вас пожелает, пусть уверует в нее, а кто пожелает, пусть останется неверующим. Аллах Субхану ва Тааля этими словами подтверждает, что человеку дается выбор. Это ни в коем случае не означает, что человеку дозволено идти одним из путей. Нет. Подтверждение этому мы услышим в продолжении аята. Это слова, подтверждающие, что человеку дается выбор. Вот она истина, вот он путь, вот он ясен, открыт, нет в нем никаких сомнений, и у каждого человека есть выбор в отношении этой истины. Или он в нее уверует, последует за ней, будет руководствоваться этим, либо останется в неверии и в неведении отношений ее. Этот аят является явным доводом опровержения убеждения джабритов. Джабриты – это течение, которое утверждает, что у человека нет права выбора, что его принуждают к совершению деяний. И тем самым оправдывают любые грехи человека. Зачем человека наказывать или ругать за то, что он совершил? Ведь он принужден к этому. И это все по принуждению происходит. Однако данный аят явно свидетельствует о том, что человек не может оправдываться предопределением. Не может говорить: что вы ко мне прицепились. Да, я совершаю грех, но потому что мне предписано совершать грех, он говорит. Нет. Этот аят явно нам указывает, что все по предопределению, но в то же время у человека есть право выбора. И в этом нет никакого конфликта. И человек вправе выбрать. И лишь два пути есть. Либо он верует, следует за этому пути, либо он не верует и оставляет этот путь. Третьего нету. И исход также будет лишь основываться на выборе человека. Нету воздержался. Как правило, да, против, да, нет, не.
за или против, или же воздержался у нас бывает. Нету здесь воздержался. Третьего нет. Либо ты веруешь, либо не веруешь. И каково же будет исход каждого из путей, который выберет человек? Далее Аллах Субхану ва Тааля дает пояснение. Да, вот она истина, вы можете уверовать, можете не уверовать, но знайте, «Инна а'тадна лил-залимина наран ахата бихим сурадикуха». Воистину мы уготовили для беззаконников адский огонь, навес которого окружает их со всех сторон. Для залимин, беззаконников, несправедливых, это неверие и многобожие. Ведь Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Инна ширка ля зульмун азим». Воистину, многобожие – это есть великая несправедливость. Ведь неверие и многобожие – это посягательство на права самого Всевышнего Творца Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому они настолько велики, эти грехи. Поэтому Всевышний Аллах их не прощает. И им, этим беззаконникам несправедливым, которые посягнули на право самого Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, позабыли о нем или же предали ему сотоварища в лице кого-то или чего-то в этом мире, Аллах говорит: мы уготовили для них и также грешникам огонь, который окружает их со всех сторон. Сурадик – стены, навес, заборы. Разные толкования приходят. И в хадисе от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, от Абу Саида аль-Худри, приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля сарадику нари арбаату джудурин». Окружение, навес ада – это 4 стены. «Кафафату кулли джидарин масафату арбаин». Толщина каждой стены – расстояние в 40. И нету пояснения, 40 чего. Расстояние в 40 дней, в 40 месяцев или в 40 лет. Расстояние в 40. Однако, это дает понять, что это непреодолимая преграда, откуда человек, попавший туда, но убережет нас от этого Аллах, не способен будет вырваться или убежать. Эта стена, они окружают его отовсюду, со всех сторон, и сверху, и снизу, и справа, и слева, и спереди, и сзади. Он полностью окружен этим адским наказанием. И если они, будучи там, попросят помощи, облегчения, влаги, питья, да, человек, который туда попадет, помимо того, что он мучается от этого адского пламени, страдает неописуемыми муками, у него также потребности его никуда не деваются. Его также одолевает жажда. В жаркий день человеку хочется пить, а тут жара просто неописуемая. Его жажда также будет несоизмеримая ни с чем. И голод его, который будет одолевать. Они будут просить, как в другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ванада асхабу нари асхаб аль-джанна». И обитатели ада обратятся к обитателям рая и скажут: афиду алейна мин аль-ма. Дайте же нам немножко воды, влаги. Ау мимма разакакум Аллах. Или же пропитание, которое вам дал там Всевышний Аллах в этом раю. Они будут искать, они будут обращаться и к ангелам, которые охраняют Джаханнам. И они будут обращаться, взывать к обитателям рая, крича. Будут искать отовсюду помощи. И вот же говорит, если они же будут искать помощи, облегчения, пищи, влаги, югафу бима ин кальмухли яшвиль вуджух. Их будут поить водой кальмухль, как мухль в арабское слово приходит. Что такое мухль? Тут ученые приводят различные толкования. Одни сказали, что это осадок, который остается при раскаливании масла. Если масло долго-долго нагревать, то у него внизу скапливается осадок. Это самая горячая его часть, самая такая, уже внешне она некрасивая, на вкус она уже пригоревшая, и самая жаркая, самая обжигающая. Или же сказали, это как раскаленный металл. То есть это некая жидкость, которая имеет
противный, ужасный запах, внешний вид и температуру, от которой, говорит Аллах Субхану ва Тааля, яшвиль вуджух, им будет это преподносит эту жидкость, они же просили, нате вам. Они, преподнося ее к лицу, говорит, эта жидкость тут же обжигает лицо. От жара мясо на лице начинает прямо в эту жидкость отпадать от жара. Яшвиль вуджух, обжаривает их лица, говорит Всевышний Аллах. Это только преподнесли это. А что же будет, если они выпьют его? В суре Мухаммад Аллах говорит: «Васуку маан хамима факатта'a ам'а'ахум». И им будет дана вода обожженная, вода горячая, которая будет разрывать их желудки. Человек, я думаю, многие, особенно с возрастом, начинают ходить по больницам, да, в больницу пойдут, трубку проглотят, гастрит. Почему он пошел? Потому что живот иногда бывает так прихватит, такая боль. А люди, у кого бывает гастрит, развивается и превращается в язву, это тоже очень серьезные приступы бывают боли. Человек не знает, куда деваться. Это лишь маленькая рана в желудке человека. А тут у человека все внутренности плавятся просто от жара этой жидкости, которую он пьет. И он не умрет от этого. Это мучение не прекратится. Ведь Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Куллама надиджат джулудухум, баддальнахум джулудан гайраха лиядзуку аль-азаб». Каждый раз, когда их кожа сгорает, мы заменяем ее новой кожей. Новые вырастают. Все внутренности у человека, у обитателей ада сгорели, расплавились, новые появляются. Для чего? Лиядзуку аль-азаб, чтобы они вкусили это наказание, которое они заслужили. Если человек сгорел, умер, он не будет получать дальше наказание, а тут заново вырастает, опять обжигается, заново вырастает, опять обжигается. И так это наказание, мучение не прекращается. И поэтому Аллах говорит: «Би'са шарабу ва са'ат муртафака». Насколько же это омерзительное, ужасное питье. И какое же это омерзительное и ужасное место отдыха, говорит Аллах. Применяется слово «муртафака». Такого же корня происходит арабское слово «мирфак» – «локоть». И муртафак – это от того, что человек, когда отдыхает, он облокачивается на локоть, на диване где-то, разлегся и отдыхает, да? Так Аллах говорит, какое же это скверное место отдыха. Как ученые говорят, это форма насмехательства. То есть люди, обитатели ада, грешники, они в этом мире отдыхали. Так вот же, обиталище, следующее, обитель, тоже место отдыха. Но каково это место отдыха? Скверное и омерзительное. В следующем аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна аллазина аману ва амилу ссалихати, инна ла нуди'у аджра ман ахсана амаля». А воистину те, которые уверовали и совершали благие деяния, воистину мы не теряем награду тех, кто прекрасно совершал свои дела. Мы не теряем награду тех, кто прекрасно совершал свои дела. Первый аят – устрашение и описание той участи, которая уготована выбравшим неверие, заблуждение, потакание своим страстям. Ведь Аллах Субхану ва Тааля дал выбор. Вот истина, следуйте за ней, или же откажитесь. Но если откажетесь, Аллах Субхану ва Тааля описал лишь одну долю наказания. Лишь пример один привел. Это что? Напиток только. Только питье, одно из другие еще виды будут. Еще сколько пищи, сколько видов наказаний. Аллах Субхану ва Тааля только один напиток только упомянул, который будет уготован. Представив который, человек понимает, что не все наслаждение этого мира не стоит того, чтобы в конечном итоге пить вот этот напиток. Устрашение. А сейчас же Аллах Субхану ва Тааля
радует доброй вестью тех, которые уверовали в Аллаха Субхану ва Тааля, в ангелов, в пророков, в Священное Писание, в судный день и предопределением добра и зла. Уверовали и руководствовались религией, следовали повелениям Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, совершая Его приказы и оставляя Его запреты. Их же ждет, говорит, «Инна ла нуди'у аджра ман ахсана амаля», воистину мы не утратим награду тех, которые прекрасно выполняли свои деяния. В этом аяте Аллах Субхану ва Тааля, заметьте, не сказал, мы не утратим их награды. Первый аят как начинается? А те, которые уверовали, совершали благие деяния, мы не утратим их награды. Аллах так не сказал. Он сказал, мы не утратим награду тех, которые прекрасно совершали свои деяния. То есть недостаточно просто совершать деяния, а есть еще условия, оказывается. Какое условие? Ахсана амаля. Прекрасно совершать эти деяния. Как в суре Мульк Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллади халакал маута валь хаята лиябалювакум айюкум ахсану амаля». Он создал жизнь и смерть, чтобы испытать вас, кто лучше в своих деяниях. Этот аят также является доводом на то, что у поклонения, у праведных деяний есть условия принятия. Человек может их совершать, однако принятием Всевышним Субхану ва Тааля, Аллахом Субхану ва Тааля. Даст он награду за эти деяния или нет, это зависит. От чего зависит? От того, как прекрасно человек выполнил это дело. А что значит прекрасно выполнить свое дело? Два условия, говорят ученые. Ихлас и мутабаатур расуль. Ихлас – искренность ради довольства Всевышнего Субхану ва Тааля и следование пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Только соблюдая два данных условия, искренне, и также, чтобы это соответствовало пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не являлось каким бы то ни было новшеством в религии, Аллах принимает данные деяния. И им «Улаика лахум джаннат», «джаннату адн». В следующем аяте, 31 аяте суры Аль-Кахф, Аллах говорит, им уготованы рай адн. Джаннату адн, мы часто это слово читаем, во многих сурах оно встречается. Джаннату адн. Если вернуться к переводу, на русском языке переводят сады Эдема. Что это значит сады Эдема? Слово адн приходит в значении постоянного места пребывания. Макам, муким, то есть место пребывания. Рай постоянного места пребывания. Вот что означает слово адн. И им будет уготованы райские сады, как постоянное место пребывания, таджри мин тахтихимуль анхару, где под ними будут течь реки. Под ними, под их жилищами, под их садами, под деревьями будут течь реки. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. И их одеянием, их украшением юхаллаун, они будут украшаться там браслетами из золота, мин захаб. ويلبسون ثيابا, и они оденут одежду худра, зеленую, мин сундус, мин сундусин ва истабрак, из сундус и истабрак. Это две разновидности шелка. Сундус – это тонкий, нежный шелк, одеяние из шелка. Истабрак – это более плотный, более грубый, как говорят, подобно бархату с блеском, тоже разновидность шелкового одеяния. И их оденут в эти одеяния. Они будут там лежать, облокотившись на свои ложа райские, что даже не надо будет куда-то, если человек захочет
плоды, которые свисают над ним. Ему не надо будет даже вставать, тянуться руками. Он лишь пожелает, и плоды, ветви деревья сами наклоняются к нему, что он даже в этом лежачем положении, он лишь берет эти плоды и вкушает райские плоды. Какое же это прекрасная обитель, какая же прекрасная награда и прекрасное место отдыха, говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Такое же окончание аята, как и предыдущий до этого аят о наказании в аду. Там что было сказано? Би'са шарабу ва са'ат муртафака. Какое же это мерзкое питье и мерзкое место отдыха. А здесь говорит ни'ма thawabу, прекрасная награда, ва хасунат муртафака, и какое прекрасное место отдыха. Вот 3 аята, где Аллах Субханаху ва Тааля полностью человеку описывает его выбор и последствия его выбора. И любому человеку, если это довести правильно, этого достаточно. То есть ты пришел в этот мир, у тебя есть право выбора. Аллах Субхану ва Тааля, твой Господь, твой Творец, Он тебе дал руководство, прямой путь, истинное знание. Бери его или не бери, твой выбор. Следуй за ним, покорись Всевышнему Аллаху, совершай его повеления, оставляй запреты, или же следуй своим страстям, своим похоти, живи, как ты хочешь. Это твой выбор. Однако знай, что исход у каждого будет разным. Либо ты будешь вкушать мерзкую пищу, мерзкую питье в мерзком месте отдыха, или же ты будешь получать благую награду, прекрасную награду в прекрасном месте отдыха. Каков выбор? От этого зависит последствия. На этом мы, иншаллах, завершим. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху